самое важное и интересное за эту неделю. Никому не говори, как мошенники крадут деньги со счетов уктинцев. Есть вопросы, специалисты и общественные наблюдатели о работе промышленников. 20 кошек и собака. Соседское пристрастие мучает жителей дома. Сохранение объекта культурного наследия. В Ухте отремонтируют музыкальную школу. И нестандартное завершение учебного года. Последний звонок и экзамены 2020-го. Смотрите прямо сейчас. В Ухте прошло итоговое совещание по работе противопаводковой комиссии. В рамках инспекции прошел мониторинг некоторых промышленных объектов, в первую очередь нефтяных компаний. Работа проходила на территории нескольких муниципалитетов, в том числе нашего и соседнего Сосногорского. Результаты могут как огорчить, так и в какой-то степени порадовать местное население. Лукойл, Ухта-нефтегаз, значит, может быть, это, конечно, связано с уменьшением добычи нефти, но видно улучшенное там, так скажем, состояние кустовых площадок, проведена работа по подготовке к паводковому периоду. Проверили и НШПП «Ярига-нефть». В связи с тем, что предприятие перестало сбрасывать воду с очистных сооружений, мониторинг водных объектов показывает положительную динамику. Но не все так радужно. 2 дня комиссия провела на Лачьёльском участке. Как отмечает представитель Минприроды, были выявлены некоторые проблемы. Так пока неизвестно, с чем связано усыхание древесной и травянистой растительности. Будут проводиться расследования. В состав комиссии также входили общественные наблюдатели и экологи. Они говорят прямо. На промышленных объектах просто патовая ситуация. Недалеко от Нижнего Одесса, где расположено Тебукское месторождение, попросту постапокалиптические пейзажи, говорит Александр Сладкостеев, представитель комитета по спасению Печоры. Кусты скважин уже старые, вокруг скважин вот мы осмотрели много разливов нефти, то есть ржавые трубы, там много металлолома, которые можно было бы, в принципе, убрать. Все это не убрано. Представители Лукойла нам заявляли, что проведена рекультивация. По факту мы видим, что это далеко не так. Рядом с кустами скважин нет травы, мха, все в плачевном состоянии. Не порадовала общественников и территория Лачьельского участка, на котором, по словам представителей комитета спасения Печоры, были выявлены 2 разлива пластовых вод. Такой вид отходов даже более опасен, по мнению независимых экологов, чем разлив нефти. Гнать ее, вот эту вот пластовую воду с Яриги за 65 километров, практически нетронутые места. Там это район бывшей деревни Лач в Сосногорском районе. Вот. И они там производят закачку в пласт. Ну и мы обнаружили 2 разлива пластовой воды. Ну, рядом с кустами скважин, конечно же, это находится. Там также высохший лес. Там также нет травы, нет мха. То есть все это, конечно, очень удручает. Недропользователи, к слову, вину свою не признают. Также Александр Сладкостеев отметил, что отношение к общественникам вызывает тревогу. Ему запрещали делать фотофиксацию, а в какой-то момент едва не скатились к оскорблениям во время подготовки акта паводковой комиссии. Эти факты комитет спасения Печоры будет разбирать с юристами. Так же, как и продолжать следить за экологической ситуацией в муниципалитете и во всей республике Коми. Также общественники отметили, что последствия нефтеразлива, зафиксированного у нас в 2016 году, по факту не были устранены до конца. Тяжелые фракции нефти осели на дне пострадавших рек, что повлияло на их теофауну. Было зарыбление, но, по мнению экологов, недостаточно. Чтобы все восстановить, тут должны были построить 2 рыбзавода, подытожил Александр Сладкостеев. Жители дома номер 16 построителей уже не первый год страдают от соседства с любительницей кошек. Женщина, проживающая на 5-м этаже, по словам собственников квартир, копит у себя вещи, принесенные с помойки, и несет к себе всех безнадзорных кошек из округи. Итог – запах, от которого невозможно избавиться, даже если заклеить вентиляцию. Полнейшая антисанитария. В подъезде воняет кошачьей мочой, мухи, у соседей тараканы, запах ужасный кошачьих фекалий.
и мы не знаем, что делать, как с этим бороться и куда нам обращаться. От этого страдают не только жильцы дома, но и животные, попавшие под опеку женщины. 4 года назад волонтеры уже вывозили оттуда усатых-полосатых, 20 кошек и собаку. Среди животных была найдена кошечка, которую хозяева потеряли 3 года назад. В течение года хвостики были пристроены к новым хозяевам, но все пошло по кругу. Найти там животных было очень проблематично. Я выносила их в подъезд, мы сажали в переноске. То есть там очень много мусора, то есть там прям реальная помойка. Мухи, тараканы, кошки и коты были в ужасном состоянии. Мы их лечили очень долго. Забрали обманом, сказав, что вылечим и вернем назад. Вот, получается, прошло 4 года, ситуация вновь повторилась. Также жители дома говорят, что в квартире женщины нет воды и электричества. Но достучаться до соседки они не могут. Ни по-хорошему, ни с угрозами. На уговоры очистить свою квартиру и отдать животных волонтерам она не поддается. Давайте мы вам опять Я поможем. на дачу увезла уже. Там есть, бегают какие-то одни. Так давайте мы этих заберем, которые бегают. Сколько их там бегает? Их вчера там 6 штук только сидело на окошке. Не ругайтесь только. Надо помочь, мы все вам хотим помочь. Ну, вы смотрите, что в подъезде творится. Мухи кругом, запах этот вонючий. Ну надо жильцам Почему? От меня, что ли? Не только от меня. От кошек? Мы вам поможем. Иногда у соседей опускаются руки. Кто-то, видимо, в порыве гнева даже поджег двери соседки. Но все возвращается на круги своя. Запах, мухи. Некоторые просто уже отказываются пользоваться своей жилплощадью. Так что теперь они решили объединиться. Написали заявление, собрали подписи. Документы отправят в 5 инстанций, включая социальную службу, Роспотребнадзор и МВД. Торгово-промышленная палата Ухты отмечает свою первую круглую дату. Ей исполняется 10 лет. Единственная в Коми муниципальная торгово-промышленная палата работает с предпринимателями, оказывая различную поддержку, начиная от консультаций и заканчивая различными экспертизами, которые осуществляют 13 сертифицированных экспертов. Свой юбилей коллектив отмечает под слоганом «10 лет безупречной работы». Примечательно, что праздник ухтинского филиала торгово-промышленной палаты совпадает с Днем предпринимательства, который отмечают сегодня в России. Ежегодно 26 мая наша страна отмечает День российского предпринимательства. Но в этом году мы встречаем его в очень непростой ситуации. Система торгово-промышленных палат делает многое, чтобы бизнес смог справиться с серьезными испытаниями. И мы должны преодолеть все трудности и вместе найти пути выхода. Искренне желаю всем нам с успехом решить все сложные вопросы сегодняшнего дня и с минимальными потерями выйти из кризиса. Примите сердечное пожелание крепкого здоровья вам, вашим близким и вашим трудовым коллективам, а также стабильности, веры в себя и в людей, которые работают с вами. Успехов каждому из вас, чтобы вы смогли выстоять и развить свое дело и дальше. С Днем российского предпринимательства! С праздником! Также президент Ухтинской торгово-промышленной палаты отмечает, что несмотря на действительно тяжелое время, двери учреждения, которым она руководит, всегда открыты для помощи бизнесу. Марина Канева отмечает, что прогнозы экспертов по выходу бизнеса из условий пандемии не самые радужные, но она и ее коллектив сделают все возможное, чтобы помочь малым и средним предприятиям остаться на плаву. Финансовое управление администрации ищет подрядчика по разработке проекта к проведению ремонта первой музыкальной школы в Ухте. Подготовка научно-проектной документации к работам по сохранению культурного наследия регионального значения, коим является здание на Горького, 13, оценивается в 3 200 000. Подрядная организация должна провести обследование технического состояния постройки, сделать обмеры и инженерные изыскания, подготовить проект реставрации. Аукцион, размещенный на сайте госзакупок, пройдет 5 июня. Напомним, здание музыкальной школы номер 1 общей площадью 1052 квадратных метра было открыто в 1961 году, включая в себя концертный зал и 30 учебных классов.
29 мая в регионе состоялся общий последний звонок. В этом году выпускникам не удалось нарядными выйти на улицы нашего города, чтобы услышать у ГДК трель колокольчика, объявляющего об окончании школьного пути. Дорогие выпускники, сегодня не будет праздничного шествия по улицам нашего города. Сегодня не будет школьного вальса на Комсомольской площади. Но каждый выпускник заслуживает того, чтобы у него был последний звонок. Несмотря ни на что. Перед вами открыты все двери. И я уверен, что вы сможете реализовать свои амбиции во благо нашего родного города. Не забывайте тех, кто вложил в вас свою мудрость, свои знания. Это ваши преподаватели и ваши родители. И сегодня последний звонок звучит для вас. В мире пандемия коронавируса. Поэтому выпуск 2020 запомнится надолго. Праздник прощания со школой проходит онлайн. У каждого учебного заведения на отдельно выбранной площадке. Его организуют для 1200 ребят из 9 классов и 568 выпускников 11. Школьники из 9 классов не встретятся и на экзаменах. Их решили отменить. Итоговые оценки им выставят за работу в 3 четвертях. Но ЕГЭ не отменили. 11-классники все же отправятся на госэкзамен в привычном формате. Правда, позднее. Пробные 29-30, 3 июля мы сдаем первые экзамены, это география, литература, информатика. Если прежние года у нас было по 6-7 аудиторий, то в этом году в связи с тем, что мы сегодня должны произвести рассадку в зигзагообразном формате с расстоянием 1,5 метра друг от друга, то будет задействовано 10 аудиторий в каждом пункте проведения экзамена. Пунктов, как обычно, 5, все они находятся на территории города. Во время экзамена в каждом из них будет находиться медик. ЕГЭ будет проходить до конца июля, приемные комиссии вузы работают до 17 августа. Также впервые в этом году выпускной экзамен можно не писать, если школьник после 11 класса уже собрался работать или идет в заведение среднего профобразования. Выпускник 11 класса, если он не поступает в высшее учебное заведение, то он не сдает единый государственный экзамен. Если в целом по республике их 516, то у нас в муниципалитете таких ребят 40 человек. К слову, в учебное заведение начального и среднего профобразования собирается в этом году поступать 370 ухтинских выпускников, а бюджетных мест в 2020 году для них 400 только в системе среднего образования УГТУ. Так что шанс получить профессию бесплатно есть у каждого из них. Аттестаты всем выпускникам вручат не позднее 15 июня, то есть еще до результатов ЕГЭ. Так что уже сейчас можно посчитать количество медалистов. Серебряную медаль за успехи в учебе получит 20 11-классников, золотую – 68. Это 20% от общего числа выпускников. Сотрудники МВД отмечают рост преступлений, связанных с мошенничеством. По сравнению с первым полугодием предыдущего года зафиксировано на 80 обращений больше. Еще до конца мая правоохранители возбудили 234 дела по мошенничеству. Схемы, которые преступники используют, всем давно известны, но они по-прежнему работают. При этом на удочку мошенников попадаются люди совершенно разных возрастов. Так, пару месяцев назад житель Ухты решил поиграть на бирже. Предложение поступило на мобильный. По телефону мужчину убедили перевести все сбережения, чтобы выиграть побольше. Изначально мужчина вложил 300 тысяч, потом взял кредит еще 300 тысяч, потом взял 100 тысяч в долг у родственников. Потом еще раз, когда попросил в долг у родственников, родственники спросили, для чего ты все просишь такие денежные средства. Он объяснил, что я играю на бирже, и свою рассказал структуру игры вот этой всей. Вот. Ну, родственники поняли, что это мошенники, и привезли, написали заявление в полицию. Вот. От преступных действий указанных лиц мужчины были переведены порядка 800 тысяч рублей.
Также ежедневно ухтинцы приходят с заявлениями о том, что перед списанием средств им звонили со службы безопасности банка. Говорят убедительно, да так, что люди без подозрений сливают все личные данные. Номер карты, счета, трехзначный пароль на обороте. Естественно, с этим уходят и все сбережения. Так, в среднем из кошельков ухтинцев в сумме ежедневно пропадает не менее 200 тысяч рублей. МВД напоминает, никому не сообщайте данные по своей карте или счету. Если уверены, что звонят из банка, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру финансового учреждения.